этого семестра на нашем историческом факультете начинает преподавать новый предмет «История повседневности Якутии». Для магистрантов нашего факультета, и чтобы понять в целом, что такое предмет истории повседневности Якутии, мы должны его разбить на определенные какие-то части. Фундаментальное понятие здесь — это у нас повседневность. Что такое повседневность? В историческом плане оно становится актуальным, проблема повседневности становится актуальной в начале 20 века, 30-40-е годы 20 века, когда в исторической науке начинается такой кризис, и ученые-историки начинают пытаться найти выход из этой ситуации, когда становится даже вопрос, можно ли, имеет ли право существовать дальше историческая наука как отдельная наука, потому что все народы уже изучены, все исторические процессы в принципе уже понятны. И в этот момент, в 30-е годы, французская школа, которая появляется вокруг журнала «Анналы», оно уделяет внимание такой мощной проблеме, которая до сих пор сохраняет свою актуальность. Это проблема повседневности. Что такое повседневность? Очень четко, хорошо определяет в своей фундаментальной работе структуру повседневности Фернан Бродель. Это французский историк, социальный историк, выражая современным языком, современным термином социальный антрополог. И он отмечает о том, что повседневность — это то, что нас окружает, это люди и вещи и люди. То есть на острие атаки, на передовые ряды интерес больше вызывает историков, ученых. Это повседневная жизнь, это жизнь простого человека, которая проходит постепенно. То есть как понять повседневность? Историки повседневности, они говорят о том, что история, она развивается не скачкообразно, то есть от события к событию. Да? Война закончилась, потом начинает изучать какую-то новую войну. Или там закончил править какой-то царь, император, и сразу начинает переходить к какому-то другому императору. И скачкообразными способами изучает какое-то историческое явление. Историки повседневности, они уделяют внимание рутине, то есть испокон веков, как живет один человек простой. То есть и уделяет внимание таким мелким вещам, которые современный человек, который живет в повседневности, да, в быту, он не может это даже заметить. Это может быть, как отмечено, еда, пища, мебель, которой постоянно он пользуется, те ритуалы, которые он совершает каждое утро, например, когда он просыпается, он идет мыться, например, да? Это считается ритуал повседневности. Каждое утро принимать душ, завтракать, обедать, ужинать. И это является основной проблемой изучения повседневности. Что говорить конкретно о структурах повседневности Бродель, да? Отмечаем о том, что это прежде всего материальный мир. Та среда, которая нас окружает, и в какой-то мере ключевыми понятиями у нас является материальный мир или материальная цивилизация. То есть все, что мы используем в обыденной жизни, да, это вызывает наибольший интерес у повседневных историков. Помимо Броделя мы еще отмечаем Гюссерля, который высказал очень такой мощный лозунг «назад к вещам», обратно к вещам. Почему? Потому что предмет, вещь, которой обладает человек, характеризует его с каждой стороны. То есть каждое слово, каждое понятие, каждый термин, и каждый предмет, и каждая вещь для историка повседневности имеет очень глубокий смысл. Если берем, например, часы, то встает вопрос, почему этот человек купил эти часы? Почему понравилось? Откуда у него столько денег, что он купил золотые часы? Или наоборот, почему он не купил себе золотые часы? То есть один предмет, это может быть просто бутылка, это может быть стул, это может быть дневник, да, это кладезь информации. Качество, материал дневника, это все раскрывает человека, его индивидуальность. То есть ложка, да, предметы быта, они раскрывают индивидуальность человека, при том, что вне времени. То есть если археологи добывают нам нож,
который мы 3000 лет, мы через этот нож можем описать, в принципе, некоторые элементы, да, вот частично некоторые элементы повседневности той эпохи. То есть предмет играет для историка повседневности очень важную роль. Если мы говорим слово «историк», автоматом выходит, историк должен изучать древние времена, заниматься археологией, работать в архивах, поднимать какие-то старые летописи, то историк повседневности, он изучает современность. Что такое современность? Современность — это период времени, который начинается где-то с середины 20 века, это 60-е, 70-е годы 20 века, и проистекает в наше время. Даже сейчас мы говорим о том, что история продолжается. То есть то, что мы делаем, да, вот снимаем видео, лекции, общаемся с родителями, сдаем экзамены, ходим на работу, общаемся с начальством, ведем деловую переписку с партнерами, это все вызывает интерес у историков повседневности. В книге «Структура повседневности» у Броделя есть отдельная глава, которая определяет полностью, чем конкретно занимается историк. Да? Эта глава называется очень просто «Хлеб насущный». То есть то, что есть человек, определяет всю его сущность. То есть чем он занимается, как он отдыхает, как проводит свое время. Вот это определяет его еда. Например, если человек зарабатывает большие деньги, он будет покупать качественные продукты, например. Это определяет развитие цивилизации, это определяет развитие культуры. Каждое явление социальное у нас отражается в его окружающем материальном мире. Если брать глобально, то это культурный ландшафт, это город, это село. Если брать еще глобальнее, то это страна. То повседневность, она начинается удивительно, но она начинается из дома, вот из дома, где живет человек, его комнаты. Можно отметить даже вот кровать, стул, стол. С этого начинается его повседневность. Интерес вызывает также еще и межгендерные отношения. Почему? Потому что человек прежде всего делится на два пола, да, мужчина и женщина. И отмечаем о том, что повседневная жизнь мужчины и женщины, оно имеет некоторые отличия. Все ученые повседневности, изучающие повседневность, они отмечают, что повседневность, она течет медленно. Даже если на первый взгляд можно отметить то, что даже никаких изменений не происходит вообще. Например, хлеб сеют так же, как сеяли 1000 лет назад. То есть процесс он одинаковый. Меняется только техника. Скотоводы пасут скот так же, как пасли скот 7000 лет назад, когда первый человек одомашнил животное. С тех самых пор в повседневной жизни скотовода практически не меняется. Меняется только техника, какие-то методы, приемы, да, но они вот суть не меняют вещей. И вопрос тогда стоит, а как тогда меняется человеческая жизнь? Вообще, как понять исторический процесс? Если мы говорим о том, что земледелец, пахарь, он пашет землю так же, как и 1000 лет назад, скотовод ухаживает за скотом такими же методами, приемами, которые были 1000 лет назад. Удивительно, но политические процессы считаются быстротечными, экономические процессы тоже считаются быстротечными, и они вот влияют на повседневную жизнь вот, незаметнее, час по чайной ложке, как говорится, да, вот капелька. Если говорить о повседневности в Якутии, тут таких глобальных отличий от методов, приемов исследований повседневности в России и в мире практически никаких нет. Наши ученые, которые изучают историю повседневности в Якутии, они используют те же методы, которые распространены в Европе, в России, уделяя внимание тем же проблемам и описывают те же процессы, которые везде одинаковые. Потому что человек, он человек в Америке, человек в Евразии, то есть в африканском континенте, да, то есть ему надо есть, ему надо спать, ему надо общаться со своими родными, близкими. То есть проблемы у человека, простого человека, одинаковые везде. И в Якутии то же самое. Особенностями, естественно, у нас выделяется это климат,
Это природные условия, это ландшафт, это занятость, те методы и способы, которые направлены на поддерживание жизни, повседневной жизни. Вот методы. Конечно, мы видим о том, что в Якутии у нас повседневная жизнь в городе и селе различается, как и везде по миру. Но надо отметить о том, что в историческом ракурсе есть четкие вот этапы, можно сказать, да, которые разграничивают вообще исторический процесс истории повседневности в Якутии. Если брать грубо, то у нас это 17 век, первая половина 20 века и конец 20 века. Вот эти три маркера, три черты, исторические этапы развития истории повседневности в Якутии. То есть до 17 века, до перехода русских у нас человек жил в Якутии так же, как жили его предки. С приходом казаков мы говорим о том, что начинается изменение повседневной жизни, то есть появляются города, новые товары, новые предметы. Начиная с первой половины 20 века, а конкретнее говорить, это 30-е и 40-е, ну, глобально берем, да, 50-е годы 20 века. Это колхозы, совхозы, первые деревни, первые наслега. И 90-е годы 20 века — это развал Советского Союза, который меняет полностью всю повседневность в Якутии. В целом, подытаживая, отметим, что история повседневности Якутии предмет очень интересный. Практически проблемы безграничны, бездонны. Можно рассматривать с каждой стороны жизнь людей в Якутии с разных ракурсов, и это у нас вызывает очень большой интерес.